есть своего рода символы, с которыми ассоциируются события. Вот одним из символов, так его можно назвать, есть эта липа, ибо она растет на поляне, в которой происходили важные исторические для абхазского народа события. Это, если уж говорить с исторической перспективы, там происходило известное Лыхнинское восстание 1766 года. Там происходили собрания представителей народа после начала Первой мировой войны, где были сформированы вот эти добровольческие подразделения, которые потом стали называться знаменитой Абхазской сотней. Это тоже происходило на Лыхнинской поляне. И в советское время мы знаем выступление абхазского народа против грузинского засилия 1967 год, 1978 год, 1989 годы. Все это происходило на этой поляне. Потом символизирует то, что известный сейчас Абхазо-Абазинский конгресс, который сейчас называется Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, был образован именно на Лыхнинской поляне на второй день после освобождения северо-западной части Абхазии от грузинских оккупантов. Это 7-8 октября там происходило. Там выступал наш основатель государства Владислав Арзанов именно под этой липой. Поэтому эта липа является свидетелем судьбоносных исторических событий для абхазского народа, для всего абхазского государства. Поэтому покушение, если можно так выразиться, на эту липу является покушением на нашу память, на историческую память. Несмотря на то, что это вроде бы выглядит не как взрыв, не как теракт в полном смысле этого слова, это является диверсией против исторической памяти абхазского народа и против настоящего абхазского народа. Поэтому те люди, которые хотели, я не знаю, что они там хотели, видимо, хотели свалить нашу историческую память. А историческая память, с исторической памятью борется, когда люди хотят оставить народ в качестве зомби. То есть превратить народ в служителей другой идеологии, служителей других интересов, не собственных. Может быть, простые исполнители этого действия не понимали, чем занимаются, и глубокого смысла того, что они делают, но они нанесли удар по центру исторической памяти абхазского народа. Поэтому это очень прискорбный случай. Наша сложная со всех точек зрения время необходимо, чтобы все отдавали отчет в своих поступках. Ибо если мы каждый на своем месте не будем думать об интересах своего народа, своей истории, мы потеряем и настоящее, и будущее.